В эфире вечерние новости. В студии Василий Раченко. Здравствуйте. Смотрите сейчас. Фотографии дороги в Распутицу до села Солянка в Алекминском районе облетели соцсети и вызвали резонанс. Телефонные мошенники с начала года обманули жителей Хангаласского района на 1,5 миллиона рублей. А в музее Ярославского в Якутске презентовали реконструкцию останков древней девушки. Десять укусов клещей зафиксировали в Якутии. По информации регионального Роспотребнадзора, наибольшее количество приходится на Алекминский район. Там от укусов пострадали 4 человека. В Алданском районе 1, в Ленском 3 и в Якутске 2 человека. По всем случаям необходимые профилактические мероприятия проведены, в том числе введен иммуноглобулин против клещевого энцефалита. Заболеваемость этой и другими инфекциями от животных не зарегистрированы. Против клещевого энцефалита прививки получили 710 человек. Выросло число новых заражений коронавирусом в Якутии. За минувшие сутки заболели еще 111 человек. Из них в Якутске 61, в Мегино-Кангаласском районе 7 случаев, в Чурапчинском 6, в Усть-Алданском 5, в Нюрбинском и Сунтарском по 4 заболевших. Еще в 12 районах заразились от 1 до 3 человек. Лаборатории региона провели более 3000 исследований на ковид за сутки. Приоритетом для оперативного штаба Якутии продолжает оставаться иммунизация населения. Наиболее сложной сегодня ситуацией является в Сунтарском и Вилюйском улусах, а в связи с большим количеством семейных очагов, выявленных именно в этих улусах. В связи с этим в тех населенных пунктах, которые явились непосредственно населенными пунктами с выявленными случаями новой коронавирусной инфекции, будет действовать более серьезный и жесткий способ ограничений. Необходимо обратить внимание на ситуацию в Оленевском районе, где непосредственно инфекция пришла вместе с прилетом заболевшего человека в Оленек, и, соответственно, соседи по самолету находились рядом, которые далее продолжили свой путь в Харылах. Сегодня в связи с этим в Харылахе у нас есть уже группа заболевших. Массовую вакцинацию ведут в Чурапчинском районе. Из всего поступившего препарата против ковида реализовано 93%. На следующей неделе ожидается новая партия. Мобильные бригады Центральной больницы проводят прививочную кампанию среди работников по заявкам организаций и предприятий. К примеру, в сфере образования на сегодня привито порядка 150 человек. По наслегам, если сказать, то самое большое количество получили это Мандагаи, на втором месте Чеппара. И третье – это Марыла. Ну и, пользуясь случаем, я бы хотел сказать, что для нашего населения района, что всегда в истории человечества, когда были такие случаи пандемии и эпидемии, то всегда побеждала только вакцина. Поэтому, пользуясь случаем, призываю все население все-таки заботиться о наших старших, пожилых людей, чтобы их здоровье было, получить вакцину. Регулярное движение паромов по маршруту Качикадзе-Махсагалох официально откроют завтра. В соответствии с указом главы Якутии, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции работникам судов должны обеспечить возможность вакцинации. Также обязательными являются информирование работников о соблюдении правил личной и общественной гигиены, масочного режима и проведения после каждого рейса дезинфекции мест. Рекомендуется прием оплаты за проезд бесконтактным способом. Фотографии дороги до села Солянка в Алекминском районе в период распутицы облетели все социальные сети и вызвали определенный общественный резонанс. Немаловажную роль сыграли и обращения жителей в инстанции. Какое решение по проблеме принято на сегодня, знает Елена Фаст. Даже в период, пока нет дождя, дорогу до села Солянка сложно назвать качественной. Если же льет дождь, дорожное полотно раскисает и становится непроходимым. Жители села обращались во все службы и инстанции. Поступают обращения от жителей Солянка в адрес администрации района о ненадлежащем состоянии качества дороги. С подрядчиками ежедневно ведем разговоры по этому поводу. Подрядчик работает на дороге каждый день, принимают все возможные меры по устранению данных проблем. Со стороны подрядчика ведутся работы. Также у подрядчика в течение 3 лет по контракту стоит содержание автомобильной дороги.
Итогом стала встреча подрядчика с собравшимися жителями Солянки при главе Лёкминского района. Высказались от души, но слова – это только слова. Тем не менее, компромисс найден. Надеемся, что все это как бы придет в норму и дорога будет соответствующая. Получился разговор? Да, разговор получился. И было бы лучше, если бы сразу отреагировали. Знали же, что мы и звоним, и везде трезвоним. И уже бы такого не было. В июне начнутся работы, которые позволят привести дорогу в соответствие, заверил технический директор подрядной организации. С июня месяца мы, значит, стабилизируем, как только стабилизируется дорога, с июня месяца мы ее приведем, значит, в те параметры 8 метров, которые она должна быть, и сверху, значит, отсыпем еще маленько скальником и оденем дорожную одежду заново за свой счет. Есть одно «но». При столь же нещадной эксплуатации дороги большегрузами качества хватит ненадолго. Между тем, перспективы именно у этой дороги имеются. Большегрузные машины по теории должны были с 1 мая вообще не ходить. Только, значит, машина с 4 тонны на ось. А у нас фактически весь май проходили машины с 10-20 тоннами. Вот. А любая большегрузная машина сама 12 тонн весит. И плюс, если она везет щебень, значит, где-то предел 10 тонн, вот уже у нас дорога расползается. Елена Фаст, Максим Копылов, Алёкминск. Телефонные мошенники с начала года обманули жителей Хангаласского района на 1,5 миллиона рублей. Жертвами стали 20 человек. О том, на какие схемы чаще всего попадаются хангаласцы, материал Виолетты Засимовой. Как показывает статистика отдела МВД по Хангаласскому району, самыми доверчивыми в общении с телефонными мошенниками являются женщины. 14 случаев из 20. Проживающие в городе Покровске – 11 случаев из 20. И в возрасте от 30 до 49 лет – 7 случаев из 20. Кем только не представляются дистанционные аферисты своим жертвам – сотрудниками правоохранительных органов, кредитных учреждений, покупателями товаров и даже родственниками и знакомыми. Но самым распространенным, конечно же, является звонок от якобы сотрудника того или иного банка. Так, в феврале этого года жительница села Актемцы лишилась 81 тысячи рублей, сообщив данные своей карты лжесотруднику ВТБ банка. Как будто под гипнозом я сообщила все данные карты. Они, оказывается, сделали мошенничество 3 раза по 27 тысяч рублей. Я попалась на их уловку. Отдельно можно рассказать о случаях, когда злоумышленник, получив разными способами доступ к мобильному банку жертвы, переводит или снимает денежные средства в свою пользу. Например, в начале этого года житель Мирнинского района, находясь в поселке Верхний Бестях, украл у своего знакомого сотовый телефон, присвоил его банковскую карту, снял наличные на сумму 50 тысяч рублей и продолжил тратить оставшиеся на карте деньги путем перевода и покупок в магазинах. Злоумышленника поймали и недавно судили. В апреле текущего года Хангаласским районным судом постановлен обвинительный приговор в отношении жителя Мирнинского района за совершение преступления, предусмотренного пунктом Г части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть хищение денежных средств путем списания с банковского счета. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Хангаласов и жители республики просят быть максимально внимательными при общении с незнакомцами. Не сообщать им по телефону данные своих карт или паспортные данные. Настоящие сотрудники банков такую информацию не запрашивают. И ни в коем случае не переводить незнакомцам деньги. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Реконструкцию останков древней девушки сегодня презентовали в музее имени Ярославского в Якутске. Погребение 18 века нашла в 2006 году совместная экспедиция французских и якутских археологов на территории Чурапчинского района. Останки удалось полностью скопировать искусственным материалом, а кости перезахоронили обратно в то же место. В целом, в ходе разведки ученые впервые открыли 5 погребений путем радиоуглеродного анализа.
в частности, захоронение коня, а также выявили применение огня в погребальном обряде якутов. Не просто захоронение, оно очень интересно по своей атрибутике. Девушка одета хорошо, это вот видно, что девушка из знатного рода. И можно сказать, что сохранность тоже более-менее такая, что можно и показать широкому кругу интересующихся людей. И поэтому мы решили, что вот все-таки, если народ интересуется, если людям это интересно, сделать вот такое вот захоронение из искусственных материалов. Кроме этого, сегодня во Всероссийский день библиотеки в Якутске состоялось торжественное собрание сотрудников в онлайн-формате. Сейчас в регионе работает свыше 500 библиотек. Это одна из крупнейших сетей в стране. Хранилище книг есть в каждом муниципальном образовании, даже в каждом наследии. Между тем, Якутия внедряет разные проекты, направленные на то, чтобы расширить круг читателей. Например, разрабатывают детскую точку кипения на базе юношеского филиала Национальной библиотеки. Период пандемии повысил интерес к чтению. У нас сейчас фактически в 4 раза возросла книговыдача, в том числе электронных книг. И вот в прошлом году наши библиотекари достигли очень значимых результатов. У нас много таких прорывных достижений. Республика признана флагманом чтения в Российской Федерации. Мы стали столицей тотального диктанта. У нас появилось наибольшее количество новых модельных библиотек по федеральному стандарту. И в завершении к новостям спорта. Якутск в эту субботу впервые примет Дальневосточную юношескую футбольную лигу. Соревноваться будут 10 команд, в том числе наши ребята из клуба «Арктика». 9 игр серии пройдут в городе Якутске и 9 на выезде. Первая выездная игра у республиканской сборной состоится в городе Петропавловск-Камчатский. На сегодняшний день на стадионе Туймада полным ходом идут тренировки, отработка стратегии. По словам тренера команды «Арктика», ребята заряжены и готовы к соревнованиям. Ребята готовятся уже с января месяца. Мы уже узнали, мне позвонили и сказали, что будет летом Дальневосточная юношеская футбольная лига. И спросили, готовы ли выставлять команду. Я 100% ждал такой хорошей возможности, чтобы выступить. Готовили еще очень долго и выезжали на очень много соревнований. На этом пока все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.